Здравствуйте, в студии Тимур Бекмурзин. Время реальной экономики. И время признать, чудо не случилось, пандемия никуда не ушла. Никто сейчас не может дать точный прогноз, что будет с экономикой, однако есть объективные факты. Они нам говорят о том, что сохранят свои позиции предприятия, создающие реально необходимую продукцию. Как развивается компания «Нижнекамск нефтехим» в новых экономических реалиях? Какие планы строит, какие задачи решает уже сейчас? Об этом в ближайшие 25 минут в программе «Реальная экономика». Смотрите в этом выпуске. Строительство продолжается в активной фазе. Осуществлен монтаж 43 единиц оборудования. Из них 31 единица колонны, остальные сепараторы, адсорберы, теплообменники устанавливаются. Реальные перспективы, как продвигаются новые проекты Нижнекамск нефтехима по строительству этиленового комплекса и теплоэнергостанции. Все расскажем. Экология под реальным контролем, как и с помощью какого оборудования на нефтехиме следят за чистотой атмосферы и какой путь очистки проходит вода на объектах компании. Студенты колледжа имени Королева посетили важные экологические объекты Нижнекамск нефтехима, биологические очистные сооружения и станцию очистки воды. Прекрасный город, прекрасные возможности здесь развиваться могут. И наша цель, чтобы у людей было желание работать и жить в этом городе. Нефтехимики подписали соглашение с подшефными школами о дальнейшем сотрудничестве. Приняли участие в экологической акции «Зеленая волна» и восполнили водные биоресурсы. Все расскажем и покажем. Обладатель Кубка Стэнли, уроженец Нижнекамска Михаил Сергачев побывал в родном городе. Нефтехимики устроили ему теплый прием. Очень круто, и спасибо ребятам, организаторам, что сделали такой мне подарок. Как нефтехимическая отрасль переживает трудности из-за пандемии? Мы можем говорить за Татарстан и Нижнекамск и говорить уверенно. Удары оказались болезненными, чувствительными, но, и это главное, динамика поступательного развития сохраняется. Более того, амбициозная инвестиционная программа стратегического предприятия республики компании «Нижнекамск нефтехим» сохранена, можно сказать, в полном объеме. Это касается главных проектов – нового этиленового комплекса ЭП-600 и энергостанции ПГУ ТЭС. На их строительных площадках побывали сотрудники Координационного совета Нижнекамского района по охране труда и окружающей среды. Они ознакомились с ходом строительства и оценили организацию работы подрядных организаций. По прибытию на строительную площадку члены Координационного совета прошли уже традиционную процедуру – проверку температуры. Далее основная и важная часть – инструктаж. ПГУ ТЭС – новый масштабный проект Нижнекамск нефтехима, который предназначен для утилизации продуктов переработки попутных нефтяных газов и одновременной выработки электрической энергии. Номинальная мощность электростанции по выработке электроэнергии составляет 495 мегаватт. Генподрядчиком реализации проекта является компания «Siemens нефтегаз и энергетика». Срок ввода объекта в эксплуатацию 2021 год. Работы закончили, полностью городили, а здесь только профлисты сделали. Сейчас ветер, поэтому альпинист не может работать. Генподрядная компания Siemens, компания-партнер, турецкая компания «Энка», которая производит строительно-монтажные работы. Пусконаладочные работы будет производить также они. Продолжаются строительно-монтажные работы. Общий объем выполненных работ порядка 90% по общестрою. Сейчас на строительной площадке более 1300 человек. Дополнительно подъехали иностранные специалисты для подготовки пусконаладочным работам. Члены Координационного совета посмотрели ход строительства, обратили особое внимание на соблюдение правил техники безопасности на объекте, каким образом выполняется монтаж градирни, какое оборудование используется, какие меры наказания применяются для нарушителей промышленной безопасности. На все вопросы члены комиссии получили исчерпывающие ответы. Далее комиссия отправилась на строительную площадку нового этиленового комплекса. Добро пожаловать. Для инструктажа предлагаю пройти к нам в офисное здание.
Önce bir eğitim olacak, arkasından bir sunum. Для начала у нас будет вводный инструктаж, после же будет презентация. Основная цель нового производства – снижение экспорта нефтегазохимического сырья и увеличение выработки целевых продуктов. Наряду с производством этилена 600 тысяч тонн в год здесь будут выпускать пропилен, бензол и бутадиен. Реализация проекта благополучно скажется на социально-экономическом развитии региона, республики, города и страны. Строительство продолжается в активной фазе. Работу выполняет Гемонт, строительный подряд из Турции. Осуществлен монтаж 43 единиц оборудования, из них 31 единица колонны, остальные сепараторы, адсорберы, теплообменники устанавливаются. Также продолжается работа по фундаментам и возведение металлоконструкций. В настоящее время мобилизовано турецким подрядчиком более 1000 человек и более 100 единиц техники. Турецкая компания «Гемонт» при осуществлении всех видов деятельности следует международным стандартам в области управления охраной здоровья, безопасности труда и охраны окружающей среды. Это оценили члены Координационного совета. К выбору подрядной организации, значит, Нижнекамскнефтехимия определена, скажем так, тендерная процедура по выбору, где определены основные критерии, как по всем требованиям. Значит, это как и выполнение строительно-монтажных работ, оснащенность, укомплектованность механизмами, кадрами, наличие опыта реализации других проектов. Цель таких выездных совещаний – посмотреть на лучшие практики, которые применяются на строительных площадках, объединить их в единый подход к работе на предприятиях. Координационный совет заседает с определенной периодичностью. При необходимости мы проводим выездные заседания Координационного совета по охране труда. То есть по итогам Координационного совета, значит, у нас будет протокол, где будут предложены рекомендации, решения по повышению уровня охраны труда на предприятиях. После экскурсии члены Координационного совета обсудили увиденное на круглом столе, на котором прозвучала оценка деятельности подрядчиков и даны рекомендации. Строительная площадка этиленового комплекса сегодня объект, который часто посещают гости. Это школьники, педагоги, представители общественности. Это важный проект как для компании, так и для страны, республики, города. Ведь это дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Новый импульс для развития социальной инфраструктуры города и благополучия его жителей. Уже сегодня Нижнекамскнефтехим ведет работу по обеспечению кадрами нового производства. С этой целью новый импульс получило сотрудничество компаний с подшефными образовательными учреждениями. Их у нефтехимиков 18. 13 октября с руководителями этих учебных заведений было подписано соглашение об оказании шефской помощи. Встреча между директорами школ и заводов началась на строительной площадке нового этиленового комплекса «Этилен-600». Для руководителей образовательных учреждений провели экскурсию, рассказали, какие виды продукции здесь будут выпускать и какие специалисты для этого потребуются. Далее представители школ встретились с директорским корпусом Нижнекамскнефтехима и генеральным директором компании Айратом Сафиным. Он рассказал о текущей ситуации на предприятии, о значимости строительства новых производств. Развитие необходимо. Потому что развитие города без развития Нижнекамскнефтехима оно просто невозможно. Бюджет города на сегодняшний день 1,4 миллиарда рублей. 1,4. В бюджет города Нижнекамскнефтехим передает 900 миллионов рублей в год. Это фактически 70% это наш вклад. Айрат Сафин отметил важность взаимодействия педагогов и градообразующего предприятия. Важно, чтобы подрастающее поколение имело возможность реализовываться в родном городе. Нижнекамск – это город нефтехимиков. Именно здесь из поколения в поколение передаются знания. Есть уже целая династия на Нижнекамскнефтехиме, когда уже не только там родители и дети, уже дед, родители, уже и внуки идут на химию. И вот эта преемственность поколений, мы бы хотели его продолжить. Прекрасный город, прекрасные возможности здесь можно, и развиваться можно. И наша цель, чтобы у людей было желание работать и жить в этом городе. В завершении встречи были подписаны соглашения о сотрудничестве и шефской помощи между определенными структурными подразделениями ПАО «Нижнекамскнефтехим» и образовательными учреждениями Нижнекамска. Было очень сегодня интересно, полезно, потому что всю эту информацию, я думаю, руководители наших учреждений донесут до своих коллективов.
Тема экологического контроля для Нижнекамскнефтехима в числе приоритетных. Причем нефтехимики здесь придерживаются комплексного и всестороннего подхода. Нижнекамскнефтехим уже много лет следит за атмосферой на территории предприятия и за его пределами. Автоматизированная система мониторинга контролирует содержание основных загрязнителей атмосферного воздуха. Специалисты анализируют его по 19 показателям в специальной передвижной экологической машине. С ее помощью работа упрощается в разы и повышается точность результата. Как происходит забор и анализ воздуха в нашем репортаже. Передвижной экологический пост появился на Нижнекамскнефтехиме в прошлом году. С его помощью работать стало легче, быстрее и эффективнее. Первым делом для забора воздуха надо поднять метеостанцию и зонды. Зонды мы выдвинули для того, чтобы сделать отбор атмосферного воздуха. Выдвинули метеостанцию для того, чтобы посмотреть, какой у нас ветер, скорость ветра, атмосферное давление, температура и влажность. Теперь мы заходим в программу, выбираем точку и уже, соответственно, делаем отбор. Все данные как на ладони. Автоматизированная система сама анализирует воздух по 19 показателям. Это ароматические и предельные углеводороды, взвешенные вещества, фенолы, окись этилена, окись пропилена, диоксид серы, сероводород, оксиды азота и аммиак. Отбор на содержание формальдегидов производится с помощью аспираторов поглотителя Рихтера для последующего анализа в отделе экологического контроля фотометрическим методом. В течение 15 минут наш поглотительный раствор будет насыщаться формальдегидом, который находится в атмосферном воздухе. Далее этот поглотительный раствор обрабатывается реактивами, и содержание формальдегида определяется фотометрически. Газоанализаторы, хроматографы, анализаторы пыли – это далеко не полный список приборов, которые встроены в эту машину. Мобильность передвижного экологического поста позволяет специалистам оперативно проводить анализы и получать результаты за короткое время. Передвижной пост контролирует качество воздуха не только на территории предприятия, но и в ближайших населенных пунктах. Это ускоряет работу, в принципе, потому что если мы поедем куда-то, просто, допустим, на какой-то легковой машине и будем делать это вручную, как это делали раньше, то есть это будет дольше времени занимать, потому что пока отберем вручной метод, пока привезем, будем анализировать, то есть здесь результат сразу быстрее. Быстрый результат в онлайн-режиме позволяет сотрудникам экологической службы Нижнекамскнефтехима оперативно реагировать на нестандартные ситуации. Особенно это актуально в период капремонтов. Именно в эту пору контроль за чистотой воздуха усилен вдвойне. Контролю за атмосферой воздуха, мы видим, Нижнекамскнефтехим уделяет первостепенное внимание. То же самое можно сказать и об очистке источных вод и подготовке питьевой воды. Открытая политика Нижнекамскнефтехима во многом позволяет в каком-то смысле сдернуть завес тайны и посмотреть на обычные вещи глубже, детальнее, что ли. Не так давно в Нижнекамском политехническом колледже имени Королева открыли группу с новой специальностью по водоотведению и очистке источных вод. Для студентов провели экскурсию на 2 объекта, имеющих важное экологическое значение для города Нижнекамска – биологические очистные сооружения и станцию очистки воды. Прежде 30 сентября биологические очистные сооружения города и станцию очистки воды посетили преподаватели колледжа. И вот, по следам своих учителей, на объект прибыла многочисленная группа студентов, большинство из которых как будто открыли Америку. Вот, оказывается, какими бывают все городские и промышленные стоки – грязно-бурого цвета. Вся эта водная масса попадает в разные водоприемники, а затем проходит долгий и тщательный процесс очистки, где следом они вновь смешиваются и отправляются на новый этап очистки. Сотрудникам биологических очистных сооружений гостям не привыкать. Они отвечают на все вопросы экскурсантов, буквально на пальцах объясняют про этап очистки воды. А методы эти уникальные. Весь процесс очистки стоков проходит в условиях полной герметичности и обеспечивает надежность системы транспортировки стоков на БОС. Использование бассейна для сбора ловушечного продукта предназначено для улавливания из стоков нефтепродуктов, а применение аэротенков закрытого типа позволяет отдувать и улавливать выделяющиеся в процессе очистки стоков неприятные химические запахи. Кроме того, используется и активный ил, точнее группа специальных бактерий, которые улучшают эффективность очистки стоков от органических соединений и нефтепродуктов. Нижнекамскнефтехим делает большой вклад все-таки в экологию.
на этом не останавливается. У нас уже скоро начнутся опытно-промышленные испытания по 3-му этапу реконструкции очистных сооружений. Буквально в октябре месяце уже поступит пилотная установка, на которой будут отрабатываться режимы уже очистки фильтров, которые, возможно, в дальнейшем мы сможем применить у себя на предприятии. Следом, после биологических очистных сооружений, группа пытливых студентов отправилась на станцию очистки воды, где их ждали новые открытия. Добавляет воду в более высокую цветность, то есть вода получается вообще прозрачная, как из родника. Интересный факт. В резервуарах и отстойниках станции очистки воды находится по 10 тысяч кубических метров воды. Такой объем в случае, к примеру, остановки станции позволит обеспечить город водой в течение 8 часов. Эта и иная информация полезна для тех, кто в будущем свяжет свою работу с технологиями очистки. Сегодня мы посетили 2 очень важных объекта. Это станция очистки воды и биологическая очистка сточных вод. Мне, как участнику WorldSkills по компетенции водной технологии, данная информация была очень важна и очень нужна. Технология БОС потрясает, потому что это один из уникальных объектов во всем мире. Салат показал все этапы очистки воды, как проходит, как очищается, показал нам отстойник самый в конце, получается, где уже вода отстаивается и уходит обратно в каму. Я не ожидал, что вода такая грязная попадает со сточных вод в этот объект и выходит такая чистая обратно в каму. Вообще для студентов первого курса, которые поступили на новую специальность водоотведения и водоснабжения, это очень полезная экскурсия. Экскурсия очень интересная, даже не для студентов, а вообще для всех жителей нашего города, потому что у нас очень уникальные установки. Не все знают, что на территории Нижнекамска нефтехим очищают воду, которую мы уже с вами потребляем. В чистой воде и рыбе комфортно. В реке Кама появилось более 7,5 тысяч новых обитателей. Масштабную акцию по зарыблению организовал Нижнекамск нефтехим. Мальков сазана 15 октября выпустили между селами Прости и Битьки. Тем самым компания восполнила речные биоресурсы и внесла вклад в сохранение окружающей среды. Небольшой спуск по желобу, и молодой сазан уже на воле. Сейчас рыба весит не более 150 грамм. В течение 2 лет ее выращивали в специализированном питомнике. Выбор сазана для зарыбления был обусловлен тем, что сейчас, по словам специалистов, необходимо пополнение этого вида. Вид выпускаемой рыбы определяется научным институтом. Сазан является наиболее приживаемой рыбой. Средневолжское управление Росрыболовства определяет место выпуска рыбы. Это связано с тем, что должно быть наименьшее количество хищников и богатая кормовая база. Зарыбление Нижнекамск нефтехим проводит регулярно. Мальков выпускают в водоем в определенное время года, осенью или весной. Все мероприятия проходят после согласования и в присутствии надзорных органов. Таким образом, компания восполняет водные биоресурсы. ПАО «Нижнекамск нефтехим» имеет свое собственное водозаборное сооружение, которое предназначено для забора воды для технических нужд как самого предприятия, так и для непосредственно города. Водозаборное сооружение имеет защиту также от попадания личинок, мелких рыб, непосредственно сами сооружения. Но ежегодно Нижнекамск нефтехим проводит компенсационный, скажем так, выпуск рыбы. Сегодня было выпущено более 7,5 тысяч особей сазана. Это мальки сазанов, двухлетки, которые имеют вес от 100 до 150 грамм. Освоится рыба довольно быстро. Наступающие холода ей не страшны. Нижнекамск нефтехим в очередной раз внес весомый вклад в сохранение окружающей среды. А чтобы дышалось легче, нефтехимики высадят 300 хвойных деревьев. Этой осенью они украсят Соболековскую трассу, главную транспортную артерию Нижнекамска. 14 октября руководство и молодежный актив предприятия высадили 160 деревьев. На очереди еще 140. Весной Нижнекамск нефтехим высадил вдоль трассы 75 хвойных деревьев в рамках акции «Сад памяти», посвященной 75-летию победы в Великой Отечественной войне. И озеленение городских окраин продолжается.
Вдоль Соболековской трассы оживленно и многолюдно. Руководство компании вместе с молодежным активом высадили хвойные саженцы. Они обладают уникальными свойствами по очистке воздуха. Сегодня замечательный день, солнечно. Нас погода в очередной раз радует. Хорошей погодой в осенний период. Ну и сегодня мероприятие, я считаю, очень важное для всех нас. И для работников предприятий, и для жителей города. Мы участвуем в акции «Зеленая волна», высаживаем маленькие деревья. Я лично, как житель города, считаю, что мы должны заботиться не только о предприятии, о производствах, промышленной безопасности, но также о людях и, в частности, об экологии нашего любимого города. Эти маленькие красавицы были приобретены в лесхозе. Высота каждой около 130 сантиметров. Идеальная высота для местных широт. Такие приживаются лучше. Бережно и аккуратно, дабы не повредить корни, нефтехимики усаживали деревца в лунки. Сегодня мы высадили 160 саженцев хвойных пород деревьев. Надеемся, что в эту солнечную погоду они хорошо приживутся и будут радовать и нас, и наших потомков. Посадить это полдела. Без должного ухода саженцы погибнут, поэтому предприятие на постоянной основе проводит осмотр и полив своих хвойных подопечных. А перед тем, как посадить новую партию саженцев, территорию заранее привели в надлежащий вид. Сегодня маленькие саженцы обрели новый дом. Мы помогаем экологии. Вот молодежь Нижнекамск-Нефтехимия вышли в такую прекрасную погоду. Я считаю, это дорогого стоит. Будущие сосны вырастут, окрепнут и будут радовать глаз. На этом нефтехимики не останавливаются. Совсем скоро еще 140 молодых сосен устроят новоселье вдоль Соболековской трассы. Вернувшись в родной город, Михаил Сергачев, воспитанник школы «Нефтехимик», после оглушительной победы и завоеванного Кубка Стэнли, был приятно удивлен, как преобразился Нижнекамск. Встретившись с родными и близкими, Михаил посетил 31-ю школу, где когда-то учился, побывал на тренировке основного состава хоккейной команды и посетил хоккейную школу «Нефтехимик», в которой он и получил путевку в большой хоккей. Нефтехимики устроили спортсмену теплую встречу. Вот так, под громкие аплодисменты, Михаил Сергачев входит в свою родную 31-ю школу. Здесь он учился 7 лет и хорошо помнит всех одноклассников и учителей. Педагоги тоже не забыли талантливого ученика. Самое главное, я уважаю его за то, что он помнит свою школу, уважает учителей. На встречу с прославленным хоккеистом собралась буквально вся школа. Вопросы сыпались с разных сторон. Мне, как спортсмену, очень интересно, как вам удавалось совмещать учебу и спорт вместе. Тренировки ставили после 2 часов, то есть вечером, иногда в 8 вечера. А на турниры мы ездили в основном на каникулы, поэтому время было. Михаил поблагодарил своих учителей и подарил школе свою игровую майку. Для ребят эта встреча, несомненно, останется в памяти надолго. Для меня это какая-то мотивация, потому что такой человек, который выиграл такой кубок Стэнли, он играл с такими командами знаменитыми. И я как спортсмен, для меня это какая-то мотивация стремиться к чему-то большему и сделать какие-то достижения в своей карьере будущей и стремиться всегда стать лучше. В гости именитый хоккеист приехал и в родную спортивную школу. Тренировку у команды «Нефтехимик» Михаил наблюдал с азартом и большим интересом. Именно здесь он забил свою первую шайбу. Атаковать противника Михаил Сергачев научился еще в детстве. В защите ему не было равных. Боевой характер, упорство, любовь к хоккею и привели нижнекамца к долгожданному трофею. О Кубке Стэнли Михаил мечтал с детства. Юные хоккеисты также не упустили возможность задать вопросы талантливому спортсмену. Когда-то Михаил и сам был таким. В 14 лет его пригласили играть за московский хоккейный клуб «Витязь». Дальше спортсмен набирает обороты и в 2015 году уже играет в Канаде. Но свой родной хоккейный клуб «Нефтехимик» Михаил помнит всегда. Важнейшее событие как для клуба, для ДЮСШ, нашего клуба, и для города. Когда впервые Татарстан завоевал, наверное, самый важный, самый именитый трофей в мире, в хоккейном мире. После всех вопросов общее фото. А в объектив попали все юные спортсмены. Фотосессия с прославленным хоккеистом продолжилась и на улице. Около Ледового дворца Михаила Сергачева ждали будущие чемпионы. Очень круто, и спасибо ребятам, организаторам, что сделали такой мне подарок. То есть я на всю жизнь это запомню.
И на этом у нас все. С вами была программа «Реальная экономика» и я, Тимур Бекмурзин. Удачи в делах и финансового благополучия. Встретимся на канале «Новый век». До свидания.